Какой язык стоит учить? Какой язык считается наиболее перспективным на ближайшее будущее? Такими вопросами задаются люди во всем мире, и Казахстан не является исключением. На сегодняшний день государственным языком считается казахский язык. Однако подавляющее большинство населения в повседневной жизни чаще пользуется русским языком межнационального общения. Вопрос о том, как заставить говорить казахстанцев на казахском языке, стоит давно, и государство предпринимает разные меры, чтобы способствовать разрешению этого вопроса. К примеру, документы ведутся в большей мере на государственном языке. Следовательно, служащих уже вынуждает иметь хоть какие-то знания казахского языка, отчего и растет потребность в курсах, обучающих казахскому языку. Помимо этого, государство серьезно настроено на переход к трехязычию. Учеников теперь помимо государственного и русского языков обязуют углубленно учить и английский язык. Речь об этом шла уже давно. Говорилось, что третий язык будут внедрять в школы постепенно. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев не раз высказывался по этому поводу. А 22 апреля в ходе 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана он в очередной раз подтвердил серьезность своих намерений и призвал родителей с пониманием отнестись к нововведениям. Казахский, русский, английский. Теперь казахстанцы должны будут знать 3 языка. А что дальше? В недалеком будущем все равно нам всем нужно будет знать еще и китайский. Это наш южный сосед. Это наша судьба. В 2016 году заявила Дарига Назарбаева. Уже в этом году об этом сказал президент страны Нурсултан Назарбаев во время презентации учебника в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». Интерес к китайской культуре и языку в нашей стране действительно возрос. Сегодня приблизительно 12 тысяч казахстанцев обучаются в учебных заведениях Китайской Народной Республики. Ко всему прочему, китайский язык считается самым распространенным языком во всем мире. Это только является показателем перспективы на будущее. Как уверяют эксперты, большая часть населения все еще настороженно относится к китайцам. Другими словами, если одни настроены скептически и уверены, что значимость китайского языка преувеличена, другие же настроены вполне позитивно и уверяют, что будущее за китайцами. По количеству носителей языка в мире в первую десятку входят также и испанский, арабский, хинди, французский и другие языки. Но все это лишь статистика. В реальности на вопрос, какой учить язык, каждый должен ответить сам. Ведь то, что полезно и важно одному, еще не значит, что пригодится другому. Во всем этом ясно одно – языки важно и нужно учить. А что учить, решать только вам. Какой язык сегодня учить стоит молодежи? Поделитесь своим мнением, ответить на наш опрос.